За 3 года в Ингушетии отремонтируют 17 общеобразовательных и дошкольных учреждений. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 883 миллионов рублей. За 2025-2027 года новый облик придадут общеобразовательным учреждениям в таких городах, как Магас, Назрань, Карабулак и Малгобек, а также в сельских поселениях Яндари, Аршты, Далаково, Троицкое, Нестеровское, Джейрах и Икажево. Комплексный ремонт детских садов стал возможен благодаря инициативе президента России Владимира Путина, который принял решение расширить госпрограмму развития образования. Реализация этой программы позволяет значительно улучшать условия учебы и воспитания детей. Образовательные учреждения должны соответствовать всем современным стандартам безопасности и удобства, так как это напрямую влияет на качество образования. С начала реализации программы капремонта школ, инициированной главой государства в 2021 году, в нашей республике обновлена 31 школа в самых разных населенных пунктах. За период с 6 по 11 ноября 2024 года на потребительском рынке цены изменились на 0,30%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,55%. Замедлился рост цен как на плодоовощную продукцию до 3,63%, так и на остальные продукты питания до 0,30%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе динамика цен составила 0,9%. В секторе услуг цены изменились на 0,38%. Корпорация МСП проведет онлайн-форум для предпринимателей «Теория большой распродажи». Он пройдет 21 ноября на цифровой платформе msp.rf. Спикеры практики корпорации расскажут, как бизнесу проводить успешные акции, правильно подготовиться к ним и увеличить продажи. Основатели федеральных брендов на реальных кейсах поделятся опытом проведения распродаж и удержания покупателей в дни шопинга, когда конкуренция между площадками значительно возрастает. Для участия в форуме необходимо просто пройти регистрацию на цифровой платформе msp.rf. На реализацию национальных проектов в трехлетний бюджет России заложено практически 19 триллионов рублей. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин. Он отметил, что план свяжет майский указ президента России, 19 нацпроектов и свыше 40 государственных программ. А также, по его словам, в него войдут отраслевые региональные стратегии, дорожные карты, нормативно-правовые акты и инвестиционные программы государственных корпораций. Он отметил, что это будет цифровой интерфейс, который покажет, что нужно будет сделать для выполнения перечисленных стратегических задач государства. Туристический поток на российские горнолыжные курорты, по оценкам Минэкономразвития России, увеличился в зимнем сезоне 2024-2025 годов на 10% в годовом сопоставлении до 22 миллионов человек. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. Министр отметил, что спрос на горнолыжный курорт страны увеличивается ежегодно. В ответ на растущий турпоток появляются новые точки притяжения. Также в стране расширяются и реконструируются уже действующие горнолыжные курорты. Завершаем наш выпуск экономических новостей. Информация о курсе валют на сегодня.